В эфире информационная программа «Новости». В студии Алина Хасаева. Здравствуйте. И начнем с главных тем выпуска. В Северной Осетии снижается число новых случаев заражения COVID-19. Такую динамику в регионе отмечают уже 4-ю неделю. Тему обсудили на аппаратном совещании Сергея Миняйло. Те проблемы и вопросы, которые сегодня существуют, я хотел бы, чтобы мы решали их комплексно. Какие болевые точки обнажила пандемия? Борис Джанаев провел совещание с главными внештатными специалистами. На какие направления необходимо обратить внимание в первую очередь, расскажем через пару минут. Еще раз убедилась в том, что нет никаких опасений. Дети прекрасно владеют и остинским языком, и русским языком. В школах и детских садах Северной Осетии продолжают работу по полилингвальной системе. В таких группах и классах обучение идет одновременно на русском и на остинском языках. Правительство страны продлило упрощенный порядок регистрации медицинских изделий до 2025 года. Постановление об этом подписал Михаил Мишустин. Упрощенная процедура позволяет получить все необходимые документы для ввоза и использования медицинских изделий в максимально короткие сроки. Такой порядок был принят из-за коронавируса и должен был действовать до 1 января 2022 года. Теперь он продлевается еще на 3 года. Также до 1 января 2025 года продлевается действие уже выданных временных регистрационных удостоверений и разрешений на использование медицинских изделий. Это позволит не допустить нехватки различных расходных материалов и тест-систем, средств индивидуальной защиты и аппаратов искусственной вентиляции легких в стране. На поддержку льготной ипотечной программы в стране выделено дополнительно 5,5 миллиарда рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Это поможет улучшить жилищные условия свыше 600 тысячам граждан. Программа «Льготная ипотека» была запущена в 2020 году. В ее рамках можно получить кредит по ставке 7% годовых на покупку жилья или строительство частного дома. Разницу между льготной ставкой и рыночной банком возмещает государство. Максимальная сумма кредита для всех регионов 3 миллиона рублей. Первоначальный взнос должен составлять не менее 15% стоимости жилья. Получить такой кредит можно будет до 1 июля 2022 года. В республике наблюдается снижение числа новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Положительную динамику фиксирует 4-ю неделю. Об этом на аппаратном совещании сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Алан Тибилов. Глава республики Сергей Миняйло поручил усилить темпы тестирования и вакцинации. Председателю комитета по охране и использованию объектов культурного наследия поручение актуализировать реестр памятников охраны культурного наследия. После соответствующим решением будут объявлены охранные зоны с описанием границ. Также предстоит составить смену на кадастрирование. Сергей Миняйло отметил, в республике большое количество памятников находятся в зоне риска. Поэтому к работам нужно приступить в кратчайшие сроки. Новому руководителю агентства развития Марату Мрикаеву необходимо подготовить предложения по проведению организационно-штатных мероприятий и утверждению структуры агентства и инвестиционного совета. Руководитель региона отметил, совет нужно переформатировать. В него должны входить все заинтересованные и ответственные лица и как можно меньше чиновников. Это вот принцип одного окна. Инвестор пришел со своим инвестиционным проектом, защитил его на инвестиционном совете. После чего, если этот проект признан необходимым для республики или значимым для республики, или экономически значимым, или социально значимым, начинает работать агентство инвестиционного развития. Проектный офис, инвестор отдал соответствующую заявку, да, из этого же окна получил уже упакованный инвестпроект вплоть до разрешения на строительство.
В Северной Осетии создадут актуальный реестр объектов культурного наследия. Глава республики Сергей Миняйло провел рабочую встречу с новым председателем Комитета по охране и использованию объектов культурного наследия Ацамазом Галуевым. Руководитель региона поручил совместно с органами местного самоуправления разработать паспорта объектов, которые находятся в охранной зоне Владикавказа, а также обеспечить контроль за сохранностью зданий. В Северной Осетии насчитывается 406 объектов культурного наследия, 205 из них имеют статус федерального значения, 203 регионального. Также в республике зарегистрировано 1320 выявленных объектов культурного наследия. Развитие здравоохранения республики обсудили в правительстве главные внештатные специалисты. Совещание провел премьер Борис Джанаев. Необходимость встречи в таком формате назрела давно. Пандемия стала серьезным вызовом и проверкой на прочность республиканской системы здравоохранения и обнажила проблемы, которые нужно решать, чтобы вывести здравоохранение региона на должный уровень. Из-за коронавируса без должного внимания остались другие направления медицины. Например, главный внештатный специалист-кардиолог Ирма Туаева обратила внимание на то, как перепрофилирование коек отражается на оказании медицинской помощи кардиологическим больным, которые вместо стационарных условий лечатся на дому. Она отметила, необходимо создать в республике региональный сосудистый центр в отдельном здании. По мнению хирурга Валерия Тотикова, в усилении нуждается и хирургическая служба региона. Решить проблему поможет создание оснащенного современным оборудованием и высококвалифицированными кадрами межрайонного профильного центра. Одна из болевых точек в здравоохранении – дефицит квалифицированных медицинских кадров. И этой теме участники встречи уделили особое внимание. Как отметили сами медики, лучшие специалисты, как правило, не задерживаются в республике, так как уровень оплаты их труда довольно низкий. Тогда как в других регионах труд медиков оплачивается в 2-3 раза выше. Решить проблему можно и через предоставление специалистам социального пакета мер и льготного жилья. Те проблемы и вопросы, которые сегодня существуют, я хотел бы, чтобы мы решали их комплексно. Поэтому я предлагаю их как-то оформить, наверное, на бумажных носителях и внести в Министерство здравоохранения. А вы, пожалуйста, тогда проанализируйте и давайте будем делать выводы для того, чтобы решать все те проблемы, которые будут обозначены. Это сегодня очень важно и актуально. В школах и детских садах Северной Осетии продолжается обучение по полилингвальной системе. Работа с детьми идет одновременно на русском и на остинском языках. Модель в пилотном формате начали реализовывать в 2017 году. С каждым годом количество полилингвальных групп и классов увеличивается. Сейчас это больше 100 групп и 50 классов в начальной школе. Как зарекомендовала себя система и можно ли говорить о положительных результатах, знает Фатима Дзадзоева. Воспитанники 7-го детского сада Беслана подготовили настоящее театрализованное представление. У каждого своя роль, с которой малыши блестяще справляются. Песни и стихи на осетинском языке – это только часть полилингвальной модели поликультурного образования, которая здесь успешно реализуется. Все занятия и даже физкультура проводятся исключительно по полилингвальной системе. В группе 40 воспитанников. По словам педагогов, некоторые ребята пока плохо выговаривают некоторые звуки, зато свободно составляют предложения на осетинском, поют песни и разучивают стихотворения. Все в игровой форме. Примечательно и то, что посещают группу дети разных национальностей. Родители даже других национальностей, они как бы хотят наоборот, чтобы по-осетински умели их дети говорить, общаться, излагать свои мысли. Приходится им дополнительно объяснять. Но в процессе, вот, допустим, когда по-осетински, по-русски излагают, они потихоньку втягиваются. Я имею в виду дети, которые не понимают по-осетински. В конечном итоге как бы дети начинают понимать. И самое главное, не как механически, допустим, а именно понимать, вот о чем идет речь, а потом уже правильно излагать свои мысли на осетинском языке.
В Северной Осетии в полилингвальную систему обучения вовлечены более 100 групп в 67 детских садах. Работают по программе ЮНЕСКО и 23 школы, на базе которых функционируют 53 класса. Речь идет о начальной школе. Дети получают знания на осетинском и на русском языке одновременно. 56 разделить на 8 будет 7. Родной язык должен жить, уверены специалисты, ведь есть образование на осетинском языке, а есть на русском. Они по содержанию ничем не отличаются. Учреждения оснащены всем необходимым методическим материалом. Покупать учебники и рабочие тетради не надо. По словам преподавателей, такая практика уже дает свои результаты. К примеру, ученики 5-й Бесланской школы свободно говорят и пишут на родном языке, даже если это математические термины. Крыловы, басня, квартеты, Дети с большим интересом готовятся к каждому предмету и легко усваивают урок. Трудности испытывали, потому что они почти что не владели осетинским языком. Со временем, с каждым годом все больше и больше, и сейчас, кроме 2-3, свободно объясняются на осетинском. Эти 2-3 тоже все понимают, но не всегда могут выговорить. Но все-таки то, что мы проходим на осетинском, они мне говорят, это понимают. Вот объяснить пример, числа они могут все равно, даже которые не разговаривают. Министерство образования и науки республики и кафедра ЮНЕСКО регулярно мониторят и активно содействуют успешной реализации проекта. Побывали в 2 образовательных организациях. Это в детском саду номер 7 и в школе номер 5. К сожалению, в детском саду номер 7 у нас 1 группа, но работа, которая ведется в этой группе, должна быть отмечена на самом высоком уровне. Работу выстраивают таким образом, что непосредственно идет сотрудничество. Также побывали мы и на уроке математики 4 класса. Еще раз убедилась в том, что нет никаких опасений. Дети прекрасно владеют и осетинским языком, и русским языком. Прививать любовь к родному языку необходимо с малых лет. Внедрение в образовательный процесс полилингвальной модели обучения доказало свою результативность. Именно поэтому количество образовательных организаций, в которых она реализуется, ежегодно увеличивается. Фатима Дзадзоева, Игорь Войцеховский, Ибрагим Чочиев. Новости Осетии. В Верховном суде Северной Осетии состоялось судебное заседание по делу Цкаева. Все 10 осужденных подали апелляцию и попросили суд оправдать их. Следующее заседание назначено на 21 декабря. Напомним, ранее Ленинский районный суд Владикавказа приговорил Цумаева, Майсурадзе и Хохуева на 10 лет лишения свободы, Ситохова на 8 лет, Бегаева на 4 года, Цукиев, Бузуев, Дзампаев получили по 3 года лишения свободы, а Валиев и Датиев по 2,5 года. Цумаев, Майсурадзе и Хохуев будут отбывать наказание в колонии строгого режима, остальные – в колонии общего режима и колонии поселения. Новогодний трамвай начал свое долгожданное путешествие по Владикавказу. Проезд в нем бесплатный для всех пассажиров. Празднично оформленный трамвай поможет создавать новогоднее настроение у гостей и жителей столицы Северной Осетии до конца январских выходных, сообщает администрация города. Снаружи вагон декорирован гирляндами, а в салоне волшебную атмосферу будут поддерживать традиционные новогодние фильмы и герои любимых мультфильмов. Свой маршрут трамвай ежедневно будет начинать с остановки перед входом в Центральный парк в 6 часов вечера. Конечная остановка также будет на проспекте Мира. Из-за эпидобстановки количество мест в трамвае ограничено. Это была информационная картина уходящего дня. Спасибо, что были с нами, и до встречи в эфире.